День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайшее время. Вы смотрите итоговую программу «Якутия день за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. В республике продолжают тушить пожары. Последние сводки о ситуации в нашем обзоре. Сейчас работает около 800 человек на территории, однако ощущается острая нехватка тяжелой техники. Какое будущее у добывающей промышленности нашей республики, что дает присутствие в регионе крупных предприятий, с какими трудностями сталкиваются промышленники? Рост добычи газа у нас будет значительный. Вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Кто сможет ими воспользоваться и какие гарантии появились у заемщиков? Также очень важно, чтобы перед обращением в банк клиент оценил свою ситуацию, свои возможности и перспективы обслуживания задолженности. Личный комфорт или безопасность, к чему может привести несогласованное вмешательство в инженерные сети и незаконная перепланировка квартир? Проводили работы по резке трубы газовой. Зачем он делал, мы не знаем. Поэтому, когда следственники разберутся, они дают там все объемнейше, дадут информацию. 30 дней, 7 рек, 2 озера и 2 вершины. В Нерюнгри завершилась экспедиция южноякутских туристов-экстремалов. За сутки количество лесных пожаров уменьшилось на 5 очагов. Возник 1 и ликвидировано 6 пожаров. По оперативным данным, огонь действует на 118 участках. В борьбе с огнем в лесном массиве задействовано 851 человек и 90 единиц техники. Также работает группировка из 3 воздушных судов МЧС России. Самолет-амфибия Б-200 вылетел сегодня в Усть-Алданский улус. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством будет работать в Сунтарском улусе. Также запланировано прибытие воздушного судна Ил-76 МЧС России с дислокацией в городе Мирный. В связи с осадками в центральной и западной Якутии прогнозируется частичная стабилизация лесопожарной обстановки. На остальной территории существует вероятность задымления. Все мероприятия по противопожарной защите выполнены. Угрозы населенных пунктам и объектам экономики нет. По лесным пожарам ситуация достаточно у нас, конечно, напряженная. Вместе с тем надо понимать, что в Якутии 250 миллионов гектаров леса, и сегодня горит менее полупроцента. При этом, конечно же, надо понимать, что в этом году мы работаем гораздо эффективнее. У нас пожаров в этом году возникло в 2 раза больше, чем в прошлом году. При этом площадь, пройденная пожаром, на 30% ниже. Это значит то, что авиалесоохрана, силы МЧС, привлеченное местное население работают эффективно, и пожары тушатся быстрее. Уверен, что сейчас с подключением сил Министерства обороны и МЧС Российской Федерации у нас на территории начнет работать, усиливаться группировка МЧС России, будет Ил-76 привлекаться для тушения пожаров в Западной Якутии, дополнительные вертолеты будут перебрасываться. Общий размер единой субсидии дальневосточным регионам назвал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. На ближайшие 3 года она составляет 94 миллиарда рублей. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона. А в Якутии единая субсидия позволит повысить качество подготовки кадров под новые потребности региональной экономики, в том числе для строящейся Джатайской судоверфи. Также одним из первых объектов, на строительство которого будут направлены средства из единой субсидии, станет кардиологический диспансер. Об этом по итогам совещания в Южно-Сахалинске под председательством Дмитрия Медведева сообщил глава республики Найсен Николаев. Реализовываться также начнет проект по строительству круглогодичного детского лагеря отдыха под городом Якутском, а также школа-сад в Кангаласах, там, где у нас расположена территория опережающего развития. В целом, я считаю, что эта программа очень нужная, она реализуется по многим у нас территориям. В Среднеколымске строится спортивный комплекс, в Тампонском районе строится школа-гимназия, в Нерюнгри реконструируется полностью вся система водопроводных сооружений, а также реконструируется детская поликлиника. Поэтому я считаю, что это очень важная и нужная программа. И сегодня премьер высоко оценил деятельность субъектов по реализации данной программы, а также деятельность Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. В ближайшие несколько лет на рынке может возникнуть дефицит бриллиантов. Ожидается, что в течение 7 лет рынок потеряет около 15 миллионов каратов алмазов, то есть более 10%. Это объясняется в том числе истощением действующих месторождений и трудностями с поиском и разработкой новых. А о том, что сейчас переживает добывающая промышленность нашей республики и какие открываются перспективы, узнаем в материале Анастасии Кобызевой.
Промышленность занимает львиную долю в структуре валового регионального продукта Якутии, целых 54%. Структура выглядит следующим образом. 19% нефть и газ, почти 15% алмазы и по 4 с лишним процентов уголь, золото, электроэнергия. Ну, обо всем по порядку. 14 миллионов тонн нефти планируют добыть в Якутии в этом году. Ежегодно с 2015 года объемы добычи черного золота в регионе растут. Сургутнефтегаз и Тасюряхнефтегазодобыча – крупнейшие недропользователи в республике. Ожидаем начала запуска нефтяной оторочки Чаиндинского месторождения и восточных блоков Среднебутовинского также месторождения. Чаиндинское месторождение, насколько я помню, 2021 год нефтяная оторочка, а восточные блоки, они прошлый год начали уже запуск, и в этом году, наверное, выйдут на такой приличный уровень. То есть в этом году уже будет прирост за счет добычи по восточным блокам. Ну а если говорить об объемах добычи нефти в масштабах страны, то они сохранятся на уровне предыдущего года. Это примерно 556 миллионов тонн. Впереди еще полгода, поэтому сейчас точные цифры трудно спрогнозировать. Но исходя из наших общих прогнозов, думаю, что у нас будет уровень прошлого года – 556-557. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Газ в Якутии добывают стабильно, примерно 2 миллиарда кубических метров в год. Используют его для внутренних нужд республики. Голубое топливо в основном потребляют центральная Якутия, а также Ленский и Мирнинский районы Якутии. Но к концу этого года добыча газа вырастет примерно в 1,5 раза. Связано это с началом эксплуатации Чаиндинского месторождения для газопровода «Сила Сибири». К слову, это далеко не окончательный рост. И вот с этого момента рост добычи газа у нас будет значительный. На полке ожидается добыча по Чаинди, это 23 миллиарда кубических метров в год. Газ будет поставляться в Силу Сибири и на экспорт. Вместе с тем растет и добыча угля. Здесь действует прямая зависимость. Есть спрос, предприятия увеличивают объемы и наоборот. За первое полугодие уже добыли 8,5 тысяч тонн угля. К концу года эта цифра вырастет до 20 тысяч тонн. Резко увеличились и объемы добычи серебра. Если в 2017 году было 32 тонны, то уже в 2018 году 102 тонны. На достигнутом останавливаться не планируют. В этом году эта цифра увеличится еще на 4 тонны. На золото спрос есть всегда. В прошлом году Якутия показала рекордный результат – 29,5 тонн, что на 20% больше, чем в 2017 году. По этому показателю республика вошла в тройку лидеров по России в планах выйти на объемы, которые были в советский период. Это 30 тонн золота в год. И последняя новость в этой сфере. Эльконский комплекс начнет добычу золота в Якутии. Вложит при этом 1 миллиард 330 миллионов рублей. В ближайшие 2 года компания проведет геологоразведку, оценит, подсчитает и утвердит запасы золота, пригодные для промышленной добычи. Строительство начнут не позднее 2024 года. 2024 год и последующие годы. Продолжение промышленной отработки запасов золота, геологическое изучение и оценка промышленных запасов золота месторождений Эльконского ураново-рудного района и Дальневосточного федерального округа, подготовка к освоению и освоение месторождений. Добыча полезных ископаемых в Якутии за последние 5 лет растет, и это дает условия для социально-экономического развития в целом. Это и создание рабочих мест, уплата налогов, закупки у малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что в ближайшие десятилетия Якутия сохранит ресурсно-сырьевую модель, дальнейший курс экономики республики на обрабатывающую промышленность и цифровые технологии. Анастасия Кобызева, Якутия. День за днем. Граждане, которые взвалили на себя ипотечное бремя, но впоследствии потеряли возможность зарабатывать на прежнем уровне, смогут получить отсрочку по выплатам сроком до полугода. При этом приостановка не будет считаться просрочкой и поэтому не отразится на кредитной истории. 31 июля вступил в силу федеральный закон об ипотечных каникулах. Помогут ли ипотечные каникулы пережить заемщику трудные времена, узнавала Саргалана Федорова.
Решить финансовые проблемы в короткий срок, не уходя в просрочку и не испортив кредитную историю. Такую возможность дают ипотечные каникулы. Однако они лишь отодвигают срок возврата долга за счет увеличения периода погашения или размера последующих платежей. Паузу в выплате кредита могут брать те, которых признали безработными, инвалидами первой или второй группы или временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Закон касается и тех, у кого снизился ежемесячный доход или увеличилось число иждивенцев. Кредитная организация рассматривает пакет документов в течение 5 дней. Если каких-либо документов недостаточно, в течение 2 рабочих дней осуществляется запрос этих документов, и по получению документов от гражданина кредитная организация в течение 5 рабочих дней окончательно рассматривает документы и принимает решение. Одна ипотека, одно жилье, одни каникулы. Основные условия при предоставлении каникул. При этом кредит не должен превышать 15 миллионов рублей. Если кредит был рефинансирован, это не ограничение для ипотечных каникул. Но когда они закончатся, платить придется по обычному графику. В случае улучшения платежеспособности клиент может закрыть услугу досрочно. Как полагают эксперты, каникулы не отразятся на ставках ипотеки. Примечательно и то, что Нацбанк снизил ключевую ставку до 7,25%. Это позволит банкам снизить размер процентных ставок. Банки, которые раньше реструктуризировали ипотечные кредиты аналогичным образом, уже учитывают эффекты каникул в своих ставках. По замыслу все негативные для банка эффекты от ипотечных каникул должны быть компенсированы тем, что значимая доля заемщиков сможет за время предоставления каникул решить свои финансовые проблемы и вернуться к нормальной платежной дисциплине. Это должно снизить уровень дефолтности. Все банки обязаны предоставлять своим заемщикам ипотечные каникулы. У них и ранее были подобные программы реструктуризации. А что делать, если каникулы закончились, а трудная ситуация осталась? В этом случае заемщику следует опять же сразу обратиться в кредитную организацию. Банки заинтересованы в урегулировании задолженности и могут предложить различные варианты. Очень важно, чтобы перед обращением в банк клиент оценил свою ситуацию, свои возможности и перспективы обслуживания задолженности. Важно и то, чтобы при обращении в банк у клиента имелись подтверждающие документы, трудную жизненную ситуацию. Это нам поможет рекомендовать оптимальное решение для каждого конкретного клиента. Следует помнить, что ипотечные каникулы – лишь временное снижение платежей. Но новый механизм, безусловно, обеспечит дополнительные гарантии защиты имущественных интересов заемщиков, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Саргалана Федорова, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутия. День за днем. На куда? Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и смотрите далее. К чему может привести несогласованное вмешательство в инженерные сети и незаконная перепланировка квартир? Якутская киноиндустрия переживает небывалый подъем. Узнаем, какие планы у якутских киноделов. Мы продолжаем. Что стало причиной взрыва бытового газа в новом строящемся жилом комплексе? Было ли это незаконной перепланировкой инженерных сетей или нарушение правил безопасности? Наша съемочная группа попыталась выяснить все подробности. ТД-7, именно так называется жилой комплекс Прометея, где в прошлое воскресенье прогремел взрыв бытового газа. Люди уже готовились получать ключи от новых квартир. Сейчас дольщиков беспокоят сроки сдачи этого дома. Работает специальная комиссия, и только после заключения этой комиссии людям будут выданы ключи. Конкретных сроков пока не называют. У нас проводится комиссия, проводятся проверки. По окончании проверок будет официальное сообщение проверяющих органов. А несущие конструкции не пострадали? Нет. Несущие конструкции, не пострадали.
Пока никто не знает, что в квартире делал пострадавший мужчина. Проводили работы по резке трубы газовой. Зачем он делал, мы не знаем. Поэтому, когда следствие разберутся, они дают там все облебничать, дадут информацию. Я добавить то, что было, уже нечего. Это был сотрудник подрядной организации, с которой компания «Прометей» давно уже работает. Опытный подрядчик, мы давно, многие годы с ним работаем. Он был представитель подрядчика. Вот, что он делает, пока не знаю. Он пока лежит в больнице. Когда выпишется, и когда к нему доступ, видимо, его опросят, и он даст всю необходимую информацию. А каково его состояние сейчас? Ну, он пока находится в реанимации, но удовлетворительное состояние. В жизни его ничего, как я понимаю, ничего не угрожает. Поэтому, пока идет следствие и работает специальная комиссия, в доме 7Б, где произошел взрыв, ключи дольщикам выданы не будут. Пока не закончатся все следственные действия, в этом доме никаких передач ключей или вещи пока быть не может. Те 2 блока, там мы будем передавать ключи. А когда? В ближайшее время. Как мы видим, однозначного ответа по незаконной переделке в квартире дольщика нет, но любое изменение плана может привести к таким трагическим последствиям. Ярким примером этого может стать дом на проспекте Ленина, 27, в котором изменения привели к тому, что дом стал рушиться и его пришлось полностью снести. В любом случае все проектные решения, да, которые обуславливают там перепланировку, да, либо затрагивают какие-то несущие, да, они разрабатываются инженерами, да, именно специалистами, которые состоят в национальном реестре. И, соответственно, при наличии такого только проектного решения, которое обеспечивает безопасность для всех остальных, и вообще для безопасной эксплуатации данного здания, только при таком решении могут принять, межведомственная комиссия может принять решение о согласовании данной перепланировки либо переустройства. Большинство людей, думая только о собственном комфорте, забывают о безопасности окружающих. Но всегда надо помнить, что любое изменение и перепланировка технических узлов или конструкций могут привести к необратимым и трагическим последствиям. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Якутия стала самым активным региональным кинопроизводителем по итогам 2018 года. За этот период было выпущено 6 картин, 4 из которых попали в топ-20 по числу посещений. Наш корреспондент Андрей Мухоплев подготовил подробную информацию о том, какие успехи были у якутских картин в прошлом году и какие планы у киноделов в ближайшем будущем. Якутия стала регионом-лидером по количеству выпущенных фильмов за 2018 год. В прошлом году было выпущено 6 картин, которые заработали 19,5 миллионов рублей. Рейтинг составлен по итогам 2018 года изданием CinemaScope. А в этом году в республике выйдет в прокат целых 10 лент. С начала года в прокат вышло 4 картины. Комедия «Агент Мамба», драматическая комедия «Надо мною солнце не садится», ужастик «Клюк-Хамус» и семейная сказка «Бэйбери Кен». Суммарные сборы этих картин уже превысили 40 миллионов рублей. Якутский кинематограф стал снимать не только больше, но и расширили жанровый диапазон. Которые старше, и они идут в кино неохотнее и медленнее. Да? Поэтому фильм, допустим, «Надо мной солнце не садится» шел в прокате почти 3 месяца. И до сих пор собирает полные залы в некоторых кинотеатрах. Вот, потому что взрослое население, оно более медленнее идет. А на комедию, конечно, молодежь, у нас основной зритель все-таки в кинотеатрах это молодежь. И молодежь с удовольствием просто идет на комедийный жанр и такой, который им интересен. Ужасы, любовь, романтика, вот что-то из этой области. Первую строчку хит-парада самых кассовых картин Якутии стала комедия «Агент Мамба». Фильм заработал свыше 15 миллионов рублей. Она стала самой кассовой картиной в истории якутского кино. Мы хотим снять «Агент Мамба» как копродукции с другими регионами, например, вот с бурятами. И если получится, то уже хотим выйти на большой рынок. В «Агенте Мамба», да, работала молодая команда. Самому старшему, например, было 32 года. Это получается уже и задумки по-новому, и технические условия, все, кадры разные, все по-новому. У нас есть зритель. Если зрителя нет, кому снимать-то? Значит, зритель хочет, он требует, поэтому вот ради зрителей работаем.
Вторая картина по сборам для якутских зрителей стала драматическая комедия Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». У этой картины очень богатая фестивальная история, множество гран-при и призов зрительских симпатий на международных киноконкурсах. Он до сих пор идет в прокате по Якутии. Интересный факт заметили билетеры. Молодое поколение приходило на этот фильм вместе с бабушками и дедушками, а после выходили со слезинкой на щеке. Фильм собрал свыше 10 миллионов рублей. Таким образом, по объемам производства кино Якутия является абсолютным лидером среди субъектов Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем на производство одной картины уходит до 3 миллионов рублей. Мы сейчас, допустим, никак не можем снять «Властелин колец», хоть сколько долларов тайме. Ну, серьезно. Это же надо идти, это же годами же все пришло. Надо же расширять рынки. Все же говорят там, не надо все измерять в единицах. Все-таки это же искусство. Потому что если будем измерять в единицы, тогда мы вообще фильмы не должны снимать. Потому что у нас 500 тысяч, если мы будем снимать на якутский язык, 500 тысяч человек. Значит, какой? Там бюджет только должен быть не превышать 1 миллион рублей. Это уже большой риск. Но мы же должны все равно выражаем свои мысли, что мы, как мы. И это называется искусство. Для дальнейшего развития якутского кино глава республики Айсен Николаев ежегодно намерен выделять денежные средства в размере 80 миллионов рублей. Это послужит огромным скачком для имиджевой политики республики. А накануне в Нерюнгри финишировала экспедиция южноякутских туристов-экстремалов «Эхо станового хребта», приуроченная к 120-летию со дня рождения геодезиста, писателя Георгия Федосеева. 30 дней, 7 рек, 2 озера и 2 вершины. Места труднодоступные, первозданные, завораживающие своим великолепием. Среди участников экспедиции был и наш коллега Сергей Козюра. Экспедиция была разбита на 3 этапа. Это установка памятника Георгию Федосееву на одной из вершин Станового хребта, исследование аэродрома, построенного в 1943 году на реке Мулам, также поиски упавшего самолета. И заключительным этапом было прохождение порога 5-й категории сложности – Муламский водопад. Время приключений на канале Якутия-24. Мы находимся на озеро Тока. И сейчас самое время показать вам настоящую южно-якутскую сказку. Путешествие началось с озера Тока, где мы собрали привезенные с собой катамараны, на которых отправились вверх по реке Утук к озеру Малая Тока, где и был разбит базовый лагерь для штурма вершины. Сейчас будут дебри, конкретные дебри. Сначала будет крутой подъем, потом начнется сланик. Там будем разбредаться. Олег, ты рации всем выдал? Да, рации все взяли. Уклон там очень крутой, мох скользкий. Мы вчера с Олежкой бродили, вроде как интересно, красиво, но тяжело. Мох. Да, в мох проваливаешься. Я проваливался вчера несколько раз выше колена, прям в пустоту. Идешь, наступаешь и уходишь туда. Поэтому лучше идти медленнее, но аккуратно, чтобы ноги себе не переломать. Подъем оказался сложным. Это и буреломы, и набор высоты в километр. К полудню 2-го дня штурма мы добрались до вершины красивейшего утеса, где и установили памятник. Задача первого этапа выполнена, памятник установлен. Теперь нелегкий путь обратный до базового лагеря. Спустившись по реке Мулам, мы отправились на поиски упавшего самолета. Сейчас мы разбиваемся на группы. Со мной пойдут Серега и Павлович. Это первая группа. Мы идем смотреть фюзеляжи, остатки фюзеляжа. А вторая группа Дима, Леха и Валера. Вы идете вот здесь, вот, короче, вот сюда, вот аэродром. Вот он у нас, да? По неподтвержденным данным, где-то в этом районе потерпел крушение американский самолет «Дуглас» времен Второй мировой войны. Но обнаруженные нами обломки были датированы 1980 годом и принадлежали советскому самолету Ан-2, проводившим здесь геологоразведку. Обследовав аэродром, мы снова устремились дальше в путь к 3-му этапу нашей экспедиции. Это Муламские пороги, или как еще называют, Муламский водопад. Завершающим этапом экспедиции было прохождение Муламских порогов 5-й категории сложности.
Удивительная по красоте природа, животный мир, выполнение поставленных, казалось бы, невыполнимых задач – все это и не только будет отображено в фильме «Хранители легенд. Эхо станового хребта», который зрители телеканала «Якутия-24» увидят первыми. Сергей Козюра, Нерюнгри. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.